Уважаемые друзья, спасибо большое, что нашли возможность прийти на нашу совместную пресс-конференцию. Очень прошу прощения за некое опоздание. Меня зовут Таня Лапшина, я программный директор по России международной правозащитной организации Human Rights Watch. Почему мы так поспешно собрали эту пресс-конференцию? Все вы знаете, что на прошлой неделе было первое за много лет серьезное нападение боевиков на Грозный, столицу Чеченской Республики. И ответ чеченских властей, непосредственно чеченского лидера Рамзана Кадырова, на эту акцию, демонстративную акцию, суицидальную акцию со стороны вооруженного подполья, не заставил себя ждать. Кадыров на своей странице в Инстаграм сделал несколько заявлений совершенно противозаконного характера. Кадыров сказал в частности, что в те времена, когда говорили, я цитирую почти дословно, о том, что родители не отвечают за дела своих сыновей и дочерей, прошли. Таким образом, он провозглашает коллективную ответственность и коллективное наказание, что противоречит российскому праву и международным обязательствам России в сфере прав человека. Кадыров также сказал, что если боевик в Чечне убивает сотрудника полиции или любого другого человека, то родственники этого боевика будут изгнаны из республики без права возвращения, а дом их будет разрушен до самого фундамента. То есть в данном случае речь идет об абсолютно четком сигнале, если не сказать приказе правоохранительным органам республики, уничтожать дома семей боевиков, преследовать семьи боевиков. Кадыров таким образом, как губернатор одного из субъектов Российской Федерации, безусловно превышает свои полномочия и отдает преступный приказ. Надо сказать, что практика разрушения домов родственников боевиков в Чечне не новая. Подобные инциденты мы документировали и ранее. Большая волна сожжения домов родственников боевиков была в 2008-2009 году. Наша организация Human Rights Watch об этом писала доклад. Тогда, в период с июня 2008 по июнь 2009 года, мы получили информацию о 27 случаях карательных поджогов, и в докладе подробно описаны 13 из них. Волна спала к концу 2009 года, мы надеялись, что больше такого не повторится, но сейчас очевидно, что ситуация гораздо более угрожающая, потому что на тот момент Кадыров и другие официальные лица говорили о коллективной ответственности, о необходимости наказывать родителей боевиков, но они не говорили, как именно. В данном случае речь идет о конкретных приказах. Пожалуйста, Елена Милашина, специальный корреспондент «Новой газеты», отвечающая за северо-кавказское направление этого издания. Нападение на Грозный, по данным Кавказского узла, они ведут очень подробную хронику всех террористических актов за очень много лет. Они назвали 5-й 2004 года крупной атакой исламистского подполья на Северном Кавказе. Акция действительно отдаленно напоминает сценарий, опробированный Шамилем Басаевым в июне 2004 года в Ингушетии, через 2 месяца того же года в Грозном и в 2005 году в Нальчике. Последующие годы подполье сделала ставку на подрывы смертников. В 2010 году, однако, боевики осуществили нападение на здание парламента в Грозном и крайне дерзкое вторжение в родовое село Кадырово-Центарой. Однако теракт Басаева, это декабрьское нападение на Грозный, по моему мнению, отличает малочисленность нападавших и явный провал на стадии начала операции. Это очень хорошо описано в репортаже Ильи Азара для ресурса «Медуза». Ночью 4 декабря боевики вызвали 3 такси. Они не стали убивать таксистов, они их связали и даже укрыли спальными мешками, чтобы не замерзли. Один из водителей смог освободиться, сообщил об угоне машин в полицию. Именно на этом основании машины боевиков была попытка остановить эти машины постом ДПС в Грозном. В ответ боевики расстреляли сотрудников ГИБДД, и с этого момента инициатива уже принадлежала полиции Грозного. За боевиками началось преследование, их блокировали у дома печати, которые они захватили. Одна машина прорвалась и захватила школу, боевики, которые там сидели в школу номер 20. То есть их было не очень много, это очень важно на самом деле понимать. Но реакция властей была очень интересная, потому что в Грозном был тут же объявлен режим контртеррористической операции, в ходе которой впервые за многие годы НАК ввел в город бронетехнику, использовал тяжелое вооружение при подавлении этой атаки.
Глава Чечни Рамзан Кадыров узнал о нападении. Оно было для него полной неожиданностью. Он находился в этот момент в самолете, который летел в Москву. Он развернул самолет, приземлился в Грозный. И, как сообщили на сюжете, который, к сожалению, в России никто не увидит, сюжет прошел новостной на канале «Война», сразу же взял под свой личный контроль руководство операции по ликвидации банды. А сюжет это крайне любопытный. На самом деле он будет размещен сегодня на сайте «Новой газеты», потому что он позволит судить, насколько профессионально проходила контртеррористическая операция. Я цитирую. В аэропорту генерал-майора полиции Рамзана Кадырова встречали практически все командиры силовых подразделений республики. Далее они направляются в Министерство молодежи, где организован штаб по управлению КТО. В это время у Дома печати уже идет бой. На протяжении всего этого сюжета, а сюжет смонтирован за весь день, то есть за все время, что Рамзан Кадыров руководил операцией лично, все эти руководители подразделений чеченских, они все толпятся около Кадырова. Сам Кадыров действительно руководит операцией, дает приказы. Причем приказы он дает следующие. Сначала Рамзан Кадыров говорит: не спешите, не паникуйте, то, что произошло, уже произошло, только не торопитесь там, чтобы ребята зря не пострадали. Через какое-то время он по рации дает приказ: Акбар, слышишь меня, Акбар, надо там штурм тебе провести, иначе мы там время потеряем. Жителям скоро на республику выходить, надо быстро завершать операцию. Еще через несколько минут следует обратный по смыслу приказ: Акбар, слышишь меня? Они там еще живые, я только что разговаривал с ними, стреляйте по зданию и не входите туда пока. Сами штурмующие, в этом сюжете это отчетливо видно, работают на камеру больше, чем на самом деле участвуют в боевой операции. Они просто позируют, стреляя на камеры журналистов из пула главы республики. Я думаю, что на самом деле именно этим объясняются и потери среди силовиков, это 14 убитых и 36 раненых, и тот факт, что сами операции по уничтожению немногочисленных боевиков, захвативших Дом печати и школу номер 20, закончились, соответственно, первая в 9 утра, а вторая длилась аж до 6 часов декабря, 4 декабря. Вот. Не дожидаясь окончания КТО, Рамзан вылетает в Москву на федеральное послание Путина. Само послание проходит, как мы все знаем, под аккомпанемент боя в Грозном. Послание закончилось, бой шел. Однако ни у федеральной власти, ни у МВД Российской Федерации не возникло вопросов, каким образом самый стабильный и мирный регион в России, это цитата, в один момент превратился в поле боя. Я цитирую Рамзана Ахматовича. «Мы разгромили международный терроризм на чеченской земле. На улицах всех населенных пунктов мирно и спокойно. Наша республика превратилась в один из самых безопасных и благополучных уголков на карте России». Это заявление Рамзан Ахматович сделал в августе 2014 года. Через месяц после вызывающего дерзкого убийства полицейского его застрелили прямо в затылок при попытке проверить документы. И за 2 месяца до Батырова смертника в день города 5 октября. 2 декабря на совещании на совещании сотрудников МВД Чечни Рамзан Кадыров снова повторил: на сегодняшний день Чеченская республика является одним из самых безопасных развивающихся регионов страны. Наша задача довести это до наших потенциальных инвесторов. Поэтому ваша работа должна заключаться не только в раскрытии преступлений, но и в профилактике преступности. Если 2 месяца назад у МВД Чечни действительно была какая-то оперативная информация о готовящемся теракте в Грозном, и был даже создан временный оперативный штаб по обеспечению безопасности проведения мероприятий ко дню города, предотвратить все равно не смогли этот теракт, то в декабре, это нам удалось установить совершенно точно, никаких оперативных данных о готовящихся акциях подполья к 4 либо к 12 декабря, Дню Конституции, до сотрудников полиции чеченской не доводилось. Не было даже усиления. На круглосуточный режим работы чеченская полиция перешла сразу после нападения в Грозный, то есть 4 декабря только. Тем не менее, президент России, цитирую, дал высокую оценку действиям участников контртеррористической операции и выразил уверенность, что правоохранительные органы Чечни будут также профессионально реагировать на все события подобного рода. В свою очередь, министр МВД Российской Федерации Колокольцев отметил мужество и профессионализм чеченских полицейских. А потом Рамзан Ахматович вернулся в Москву. И в Чечне актуализировалось одно из самых страшных слов для чеченских жителей. Слово из недавнего военного прошлого – зачистка. Как мы уже знаем, вечером 4 декабря Кадыров разместил в своем инстаграме обращение, где сказал, что ответственность понесут семьи боевиков. Это обращение, вы знаете, оно буквально за сутки получило
12 тысяч лайков, 2000 перепостов, столько же комментариев. А вот другое обращение, которое в России пока неизвестно. Оно активно распространяется жителями Чечни по WhatsApp. И, судя по всему, это аудиозапись отрывка новостного сюжета на одном из телеканалов Чечни, потому что в конце записи отчетливо слышно начало подводки диктора. Человек, чей голос очень похож на голос главы Чечни, говорит следующее, я цитирую. В наших мечетях есть те, кто похожи на ваххабитов. Но я говорю, если есть хоть один из этих 1000 признаков, его нужно убить. Пусть меня посадят, пусть на меня уголовное дело возбудят. Я сказал, скажите, дал приказ. Если спросят, почему убил, скажите, Рамзан сказал и поэтому убил. Я, кто придет с уголовным делом, застрелю его. Застрелю прямо в лоб. Грязные твари себя мне еще раз показали. Говорю всем, кто живет у нас. Ответ будет спрошен не только с детей, но и с родных. Дом сожжем, их сожжем и в этой республике не оставим. Я не могу ответить за своего ребенка. Сможешь, если ты мужчина, выстрели из ружья, и все закончится. Не создавай проблемы для других. Только тогда остановится. Запаха их не должно быть, запаха их дома не должно быть. Я говорю, кровная месть будет каждому. Убили они кого-то, убейте в ответ. Брата убейте, отца убейте. Как дешево оценивают чеченцев сегодня. До сих пор же не смели так легко убивать, зная, что его убьют в ответ, что будет кровная месть. Даже в тюрьме отправляли кровную месть. В данном высказывании я лично усматриваю признаки подстрекательства к убийству, активизация института кровной мести в Чечне, который сам же Рамзан пытался запретить совсем недавно. И очень активно пытался. Более того, в этом заявлении прозвучали угрозы убийством должностным лицам, которые потенциально могут осуществлять расследование неправомерных действий представителей власти и тех, кого власть своими заявлениями могла спровоцировать на преступление. По этому поводу уже сегодня будет подано заявление в СКР и в Генеральную прокуратуру. Вот в связи с этим я просто хочу акцентировать, что я считаю, Рамзан Ахматович такой же гражданин России, как и все остальные, ни больше, ни меньше. Поэтому он должен нести ответственность за свои слова и за свои действия. И это нормально, этого не надо бояться. Я хочу в заключение своего выступления сделать пару выводов. Как я сказала, заявления Кадырова в Инстаграме набрали за сутки огромное количество лайков, комментариев, перепостов. Суть большинства из них – горячая поддержка Кадырова. Причем поддерживают Кадырова в большинстве своем не чеченцы, поддерживают русские, не только русские, но, я еще раз говорю, не чеченцы. И это симптоматично. В 2009 году в «Новой газете» была опубликована статья «Чеченский лес. Война поколений». Автор статьи – чеченская правозащитница Наталья Истемирова, которая была убита несколько месяцев позднее. Ее убийство до сих пор не расследовано. Вот цитата из ее статьи. С января 2007-го в лес ушли более 1000 чеченцев в возрасте от 16 до 30 лет. По оперативным сведениям, средний возраст чеченского подполья сегодня 20-25 лет. Эти молодые люди, по сути, занимают вакантное место тех, кто еще недавно воевал вместе с Масхадовым Басаевым. Таким образом, в лесу произошла смена поколений. Борьбу с новобранцами теперь ведут бывшие боевики, амнистированные и пришедшие к власти в Чечне. Над схваткой стоит федеральная власть, которой удалось столкнуть лбами одно поколение чеченцев с другим. Потоку уходящих в лес Рамзан Кадыров противопоставил силы. Президент Чечни Кадыров выступил по телевизору и объявил войну. Мы больше не ведем диалог на основе законов этого государства. Мы будем поступать согласно чеченским обычаям. Зло, которое творят ваши родственники, находящиеся в лесах, вернется к вам в ваши дома. В скором времени вы ощутите это на собственной шкуре. Каждый, у кого родственники в лесах, ощутит ответственность. Каждый. Вот я думаю, что нам в 2008 году надо было реагировать на эти высказывания, и тогда, может быть, сейчас не было бы того, что начинается в Чечне. В Чечне начинается зачистка. По нашим данным, ночь 9 до 10 декабря была собрана полиция всех районов, им объявлен план по зачистке. В скором времени начнутся подворовые квартирные обходы в городе Грозном и других районах. Сейчас в селе Алпатово уже начались зачистки, потому что 6 декабря там будет сожжен один из домов, дом отца 18-летнего Байсангура Умциева. И были задержаны 2 якобы участников нападения на Грозный. На данный момент, в последние несколько дней, сотрудники правозащитного центра «Мемориала», сотрудники комитета против пыток, которые работают непосредственно в Чечне, собирают информацию о преследованиях семей боевиков, в частности, о карательных поджогах домов, о разрушениях домов.
И такие случаи уже есть. И если сейчас федеральный центр не предпримет жестких мер, то боюсь, что число этих случаев в ближайшее время может зашкалить. Александр Черкасов, пожалуйста, расскажите о той информации, которую вы располагаете. Я раздал вам вот одну страничку с двух сторон, там дана сводка по известным нам на вчерашний день случаям сожжения домов родственников боевиков. И я кратко прокомментирую то, что там написано. Дело в том, что Рамзан Кадыров говорил, что все боевики, напавшие на Грозный, уничтожены, убиты. То есть, можно было бы ожидать, что жгли дома тех, кто был убит в Грозном и опознан. Что мы видим? Ну, вот смотрите, в Гудермесе дом Юнуса Дихаева. Да, его сына Юсупа, примкнувшего к вооруженному подполью еще в 2011 году, 3 года назад, убили в Грозном, опознали. Большая группа силовиков на машинах подъехала, подожгли дом. В селе Энджель-Юрт сожгли дом. Дом Майсет Касумовой. Дом, в котором никто не жил. Ее сын Байли несколько лет назад примкнул к боевикам, но его нет среди убитых в Грозном. 4 дома сожжены в селе Инди, Орехово, Очково-Артановского района. Тоже дом 76-летнего Саида Ахмеда Байдулаева, его сын Беслан, да, он в подполье, его нету среди убитых в Грозном. Дом, который жена нашего Байдулаева, их сын Казбек, боевик. Среди убитых в Грозном его нет. Дом, где жила Марем Шавдаева, ее сын Сулейман опознан среди убитых в Грозном. И дом Зины Тарамовой, ее сын Анзор опознан среди убитых в Грозном. Дальше. Упоминалось село Алпатово. 6 декабря там сожжен дом Байсангура Уцемиева, дом отца Байсангура Уцемиева. Проблема в том, что отец давно ушел из семьи, а Уцемиев жил с матерью, и, собственно, отец не имел отношения к этой семье. 9 декабря сожжен дом в селе Катар-Юрт Очково-Мартановского района, дом Хамзата Батукаева. Среди убитых в Грозном Хамзата Батукаева нет. Ну и, наконец, среди убитых в Грозном был сын Хожи Решедова, дома Хожи и его племянника Хаважа в селе Голдыгана Курчелоевского района были сожжены еще 3 года назад. Вообще история ухода Решедова в подполье – это отдельная история, это связано с тем, что в 2011 году были массовые протесты против невыплаты денег тем, кто восстанавливал Грозный, такая грандиозная афера вокруг 42-го треста спецстроя, и Решедов участвовал в этих протестах, а потом ушел в лес. То есть мы видим, что примерно в половине случаев сожжены дома людей, которые не участвовали в нападении на Грозный, по крайней мере, не были там убиты. Если верить словам Рамзана Кадырова, все участвовавшие в нападении на Грозный были убиты. Это раз. Во-вторых, сожжены дома людей, которые не имели отношения в последние годы, отношения к своим детям, ушедшим в подполье. Ну, вот разошлись семьи, так получилось. И, наконец, дом одного из убитых боевиков, он сожжен еще 3 года назад. И что это помогло, внимательно, если посмотреть на то, что началось делаться в Грозном, вот эта кампания по коллективной ответственности и коллективному наказанию, это, вообще говоря, формально выходит
за те рамки, которые были прописаны самим Рамзаном Кадыровым, а во-вторых, мы видим, что наказывают людей, которые вроде бы не должны, согласно словам Кадырова, попасть под эту кампанию. Ну и последнее. Если дома уже были сожжены какие-то несколько лет назад, это что, помогло кому-то? Как видим, это не возвращает людей из подполья. Так что к тому, что происходит, можно, наверное, так, присмотревшись, подумать, применить слова Толерана. Это хуже, чем преступление. Это еще и ошибка. Саша, спасибо большое. Пожалуйста, обратите внимание на пресс-релиз мемориала, в котором описаны случаи недавние сожжения и разрушения домов в Чечне. Тут очень много полезной фактической информации. Наш доклад от 2009 года, в нем, кстати, множество фотографий, можете ознакомиться с тем, как выглядят эти сожженные и разрушенные дома. Думаю, что те, которые сожжены и разрушены сегодня, не отличаются от тех времен 8-9 года. И следующий выступающий в нашей пресс-конференции Игорь Александрович Каляпин, руководитель комитета против пыток. Игорь у нас на сегодняшний день фигура, я бы сказала, медийно-скандальная, потому что он первым подал заявление в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру Российской Федерации в отношении тех самых высказываний Рамзана Кадырова, требуя от правоохранительных органов расследования этой ситуации. В ответ же на его действия заявление Игоря опубликовано в сети интернет, в частности на сайте Комитета против пыток. Господин Кадыров сделал достаточно странный комментарий о том, что ему якобы известно, что некий человек по фамилии якобы Каляпин якобы передавал те самые деньги боевикам, на которые было сделано нападение на Грозный. И он, Кадыров, будет с этим разбираться. Игорь Александрович, пожалуйста. Я, во-первых, заранее извиняюсь, я, видимо, отчасти просто вынужден буду повторять какие-то тезисы, которые прозвучали в выступлении моих коллег. Что касается поданного мною заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Вот у всей этой ситуации есть одна очень простая и понятная плоскость. Это то, что называется плоскость де юре. Рамзан Кадыров совершенно официально, он это подчеркнул, в своем инстаграме сделал заявление, в котором призывает людей и должностных лиц, и в том числе говорит «мы», призывает совершать некие насильственные противозаконные действия в отношении граждан, призывает к нарушению конституционных прав граждан. При этом Рамзан Кадыров, я вот тут немножко, может быть, не соглашусь с Леной Милашиной, он не такой же гражданин. Рамзан Кадыров является высокопоставленным должностным лицом. Рамзан Кадыров обладает очень значительными должностными полномочиями. И Рамзан Кадыров является ну не знаю, последний раз видел генерал-майором его полиции, вот, может быть, с тех пор уже и повысили, не знаю. Вот, генерал, неважно. Так вот, когда генерал полиции, руководитель региона, соответственно, руководитель антитеррористического штаба в этом регионе, делает вот такие заявления, это, безусловно, влечет за собой последствия. И ответственность за такие высказывания, она тоже предусмотрена как ответственность должностного лица. Да, то есть, ну вот, я там предложил Следственному комитету квалифицировать это в статье 286. Не настаиваю, может быть, они найдут что-нибудь другое. Вот. Хотя что-то мне подсказывает, что вряд ли. Это вот очень простая, такая, всем понятная, надеюсь, плоскость, да, ну вот, все совершенно очевидно. Должностное лицо высокопоставленное нарушило российские законы, призвало к совершению
насильственных. А вы скажите, как с действий. ними бороться по-другому? Пожалуйста, присядьте. Я потом с удовольствием отвечу на ваши Сейчас вопросы. ответьте, Можно? скажите, как вы Присядьте, с этим Рамзан бороться? Кадыров, Герой России, Я не хочу слушать про них. который оказал... Вы меня перекричать пытаетесь, вас это не получится, уверяю. 14 сотрудников погибло, а вы их оправдываете. Защищаете преступников. Гандон. Вы яйца потеряли. Коллеги, я считаю, что мы продолжим наш мероприятие. Мы, безусловно, продолжим. Мы продолжим наше мероприятие. Едем Я порядок. хочу вопрос задать. Кстати, а вот этого товарища, наверное, надо задержать, я так полагаю. Да. Товарищ. Я хочу вопрос задать. Вы можете задержать или нет? А вы, пожалуйста, Представьтесь, когда будете задавать вопросы. За уже послали. присядьте, Вы говорите, Давайте что... вы зададите вопрос, можно когда задать? мы закончим. Ну, когда вы говорить? когда вы хотите, говорите только то, что вы хотите говорить. Вы слушайте то, что говорите. Можно, чтобы вы представились, молодой Я человек. очень прошу сотрудников пресс-центра вызвать милицию. 14 сотрудников чтобы погибло, а вы зафиксировать говорите, что они на этот камеру акт играли. Они на камеру погибли, по-вашему, Я да? очень прошу На камеру они погибли, 14 человек, 14 семей погибло, да? Сюжет посмотрите. Я сюжет видел, а почему вы не говорите про другую запись, когда Рамзан Кадыров говорит, выйдите, и я с вами поговорю просто без оружия. Он им говорил, он им сказал, вы хотите без оружия поговорить. Вы говорите только о том, что вам выгодно. Вот и все. Нам выгодно зачем? Вы же не будете с ним дискутировать, да? Нет, То мы есть не давайте должны еще- с ними Давайте еще яйца. Продолжим с ними дискутировать. Ну, конечно, мы дискутируем яйцами. У меня, глядишь, может быть, волосы расти начнут. Ну давай с положения Хорошо, это довольно редкая реакция еще. На, вот садись на мой стул. Как-то, понимаете, образ Кадырова, он как-то вот не с яйцами. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Ну, можно помидоры. Игорь Александрович, заканчивай, пожалуйста. Значит, любые репрессии, любые силовые какие-то действия в отношении граждан, любое ограничение их конституционных прав, безусловно, должно быть предусмотрено федеральным законодательством. Так у нас в Конституции написано. Но вот, посмотрев на выступления в соцсетях фанатов товарища Кадырова и там подискутировав с некоторыми гражданами, я так с удивлением понял, что у нас очень много людей, для которых это, в общем, аксиомой-то не является. Вот, и которые, в общем, говорят, что ну а как же иначе? Ну а как же вот иначе? Вот они же людей убивают, ну а как же иначе? Надо же с ними как-то. Так вот, что я хочу в связи с этим сказать. Я достаточно давно работаю в Чечне. Мне доводилось вывозить из Чечни большие семьи в безопасное место, да, там, на время проведения расследования. И я видел, что вот этот водораздел, да, то есть как люди относятся к власти, в том числе как они относятся к Кадырову, он очень часто проходит даже внутри семьи. То есть вот вся семья является сторонниками традиционного ислама, действующей власти, да, при этом в этой семье есть один человек, который придерживается и других религиозных воззрений, и к власти совершенно по-другому относится, и, в общем, ну вот, и ничего с ним эта семья сделать не может. И даже когда они выезжают в другой регион, вот у нас большая семья долго, несколько лет жила в Нижнем Новгороде. Вот их там 11 человек жило, вот как был этот один, вот, такой, несогласный совсем, он так своих взглядов и не изменил за те несколько лет, что они у нас прожили. Так вот, я это к чему говорю? Я это говорю к тому, что чаще всего, не просто часто, а чаще всего, вот эти вот люди, которые уходят в боевики, которые уходят в лес, семья их не поддерживает. Совершенно не означает наличие в этой семье вот кого-то, кто ушел в лес, кто там примкнул к террористическому подполью, что эта семья сочувствует, там, я не знаю, так называемым ваххабистам, что эта семья сочувствует терроризму и так далее, и так далее.
Но вот, конечно, после того, как эту семью зачистят, после того, как сожгут дом, да еще их и выселят непонятно какими методами, непонятно куда, вот тогда, наверное, у молодых людей в этой семье появятся очень большие претензии и к власти, и к нам, ко всем с вами. И куда их выселят, и чем они с этими претензиями будут заниматься, в каких городах, вот этого мы с вами уже, скорее всего, не узнаем. Потому что это там, в Чечне, есть люди специально обученные, которые знают, как это все устроено, которые знают, кто с кем, в каких связях состоит, кто с кем, в какой степени родства и так далее. Когда этот человек приедет сюда, в Москву, или в Тулу, или во Владимир, там никто его на таком вот уровне отслеживать и контролировать просто не сможет. Там нет людей, которые умеют это делать. Я это все к тому говорю, что, на мой взгляд, вот эти вот действия, они контрпродуктивны. Они совершенно не приведут к тому, что это террористическое подполье, вот оно озаботится судьбой своих семей, и они вернутся к мирной жизни. Ничего подобного. Скорее наоборот. Кто-то из этих семей еще уйдет в лес. Игорь, спасибо огромное. Коллеги, мы попросили сотрудников пресс-центра вызвать полицию для того, чтобы зафиксировать здесь происшедшее. Совершенно очевидный акт хулиганства. А сами мы продолжаем свою работу. Полиция у нас обычно приезжает не очень скоро. Светлана Алексеевна Ганушкина, руководитель комитета гражданское содействие и член правления правозащитного центра «Мемориал». Здесь было много сказано. Я хочу начать с того, что мы эту пресс-конференцию, Комитет гражданское содействие, эту пресс-конференцию готовили давно. Но она должна была собой ознаменовать 20-летие начала Первой Чеченской войны. С 2002 года мы выпускали доклад, который назывался «Чеченцы на территории России», «Чеченцы в России», где мы рассказывали о том, что происходит в Чечне, что происходит с чеченцами в России и почему чеченцы нуждаются в убежище, когда они обращаются за ним в безопасных странах. В основном этот доклад был рассчитан на миграционные службы западных стран, но мы первые годы его презентовали здесь, в Москве. В один день нам сказали: пожалуйста, не называйте имена составителей доклада, участников составления доклада. Потом нам сказали: пожалуйста, не устраивайте презентацию в России. И последние 2 или 3 года этот доклад представлялся только на Западе миграционным службам и писался для него. Мы решили в этом году представить этот доклад, это было до всех вот этих вот событий, где мы рассказывали о том, какой ухо в Чечне, в каком состоянии живут люди. И я много раз подчеркивала, что это страх, который становится составной частью личности, когда человек начинает любить своего дракона. Мне кажется, что сегодня мы видели подтверждение этого состояния. Вот эти молодые люди нам продемонстрировали поддержку того, что может стать на самом деле для них тоже трагедией, если так захочет господин Кадыров. В Чечне нет закона, в Чечне нет российской конституции, в Чечне есть один единственный закон. Он формулируется в 2 слова: приказ Рамзана. Меня на глазах выселяют общежитие, я говорю, что это делать нельзя, потому что это не соответствует жилищному кодексу. Молодой человек, ожидая от меня полного понимания, говорит мне: я вам все объясню, это приказ Рамзана. Сейчас мы видим этот приказ Рамзана в гораздо более тяжелых и трагических ситуациях, чем это было тогда, когда выселяли общежитие. Хотя, когда людей выселяют на улицу, ничего им не предоставляя, это тоже трагедия для многих и опасность для жизни и детей, и их родителей. Коррупция, открытая коррупция, просто вот откровенная, когда чуть ли не по спискам объявляют, сколько кто и должен куда сдать. Ну, куда это известно, это фонд Ахмада Кадырова, куда собираются деньги. Огромные особняки, невероятные совершенно суммы, которыми расправляется Рамзан Кадыров.
легко. Вообще трудно себе представить, какая должна быть зарплата у человека, чтобы он с легкостью дарил квартиру пятикомнатную, да, например. Да, и не только квартиру, и машину, кого-то наградил. Это когда отстраиваются за бюджетные деньги огромные кварталы, а потом оказывается, что это почему-то коммерческое жилье. Но сегодня, конечно, разговор не об этом. Разговор о том, что в Чечне нарушен закон. Понятно и совершенно очевидно для нас всех, и для тех молодых людей, которые сейчас вот яйцами с вами разбрасывались. Совершенно очевидно для всех, что нападение боевиков – это страшное событие, и никто, естественно, здесь сидящих и здесь присутствующих это не одобряет и не поддерживает. Но нарушение закона представителями государственной власти – это вещь гораздо более опасная. Из чего исходит этот приказ, приказ Рамзана, о том, чтобы уничтожали дома родственников боевиков или просто боевиков. Это, в общем, на самом деле не важно, потому что у них остаются семьи, их жены и дети не могут отвечать за их действия. Из чего он исходит? Он исходит, как уже здесь было сказано, из концепции коллективной вины, коллективной ответственности, коллективного наказания. А чья это логика, хочу я спросить? А это логика террористов. И если государство использует логику террористов, то оно становится террористическим государством. Совершенно очевидно, что на части, на территории Российской Федерации такая террористическая республика у нас появилась. С террористической логикой, правовой логикой, если это можно вообще назвать правом, криминальное право. И я хочу задать вопрос, какая должна была быть реакция федеральной власти? Мне кажется, она должна была быть незамедлительной. Не надо было ждать, когда Игорь Каляпин или Лена Милашина, или мы все сейчас устроим огромное количество обращений в прокуратуру по поводу совершенного преступления. Этого не нужно было дожидаться. Реакция должна была быть незамедлительной. Ее нет. Ее нет, значит, это право решать на территории Чечни все приказом Рамзана признано федеральной властью, и значит, эта власть несет за это ответственность. К чему приводит такая логика, мы знаем. Я вспоминаю текст Наташи Истемировой, которая рассказывала, как она умела с таким вот эффектом присутствия, как на одном небольшом участке стоят два дома, двух братьев. Один брат работает на государство, а второй брат ушел, оставив свою семью на попечение вот своего старшего брата, ушел в лес. И всего в этих семьях 12 человек детей. И эти 12 пар глаз стоят и смотрят, как горит их дом. Это просто чистое рекрутирование людей в вооруженное подполье. Вот что делается. И вот к чему это приводит. И я хочу, может быть, я дурную услугу сейчас окажу соседям в Чечне. Но я хочу сказать, а вот в Ингушетии, где где-то в 2007-2008 году было больше террористических актов, чем в Чечне, маленькая Ингушетия, да? В 2009-2010 вот, было. За последний год нет ни одного террористического акта. И там действует так или и 13-й год. 2013 в этом году. 2013 год. Ну, и, в общем, короче говоря, что там действует? Там действует комиссия по адаптации. Комиссию по адаптации придумали в Дагестане. Но, значит, задается вопрос, сейчас это сводится на нет. Задается вопрос, ну как же, ну что это такое? 60 человек вернули к нормальной жизни. 60 человек, это очень много, один человек много. А процессы адаптации, это медленные процессы. И понятно, что кто-то пришел, кто-то сдался, так сказать, получил либо амнистию, если на нем нет крови, либо с учетом того, что он пришел и сдался, небольшой срок заключения, отбыл это наказание, вернулся к нормальной жизни. На это смотрят остальные. И это не может получиться быстро. Это должно длиться достаточно долгое время для того, чтобы люди в это поверили и пришли. И для того, чтобы поддерживали власть. Не такие вот ребятки, которых я сейчас вот на углу, я когда пришла, я увидела этих ребят на углу и видела их раздражение и то, что они говорят по телефону, и сказала коллегам, там что-то готовится. Но, честно говоря, то, что оказалось на самом деле, оказалось даже лучше, чем я могла ожидать. У меня волнение больше были. Хотя я не знаю, что дальше сделают эти люди. Я не знаю, что они сделают дальше.
Потому что это такие же террористы, абсолютно, ничем не отличающиеся. Их методы такие же, абсолютно такие же методы. Вот. Поэтому мне кажется, что, безусловно, нужно бороться с терроризмом, нужно бороться с идеологией в первую очередь, и недопустимо, чтобы эта идеология распространялась и на власть, на представителей власти. Все, спасибо. Спасибо огромное, Светлана Алексеевна. Ну, оно, конечно, не теракт. Нет, ну конечно, я гадкое говорю о хулиганство. логике. Но Я говорю о логике этого. спасибо большое, коллеги, за то, что все смогли продолжить работу, и наша пресс-конференция не превратилась ни в цирк, ни в базар. Пожалуйста, у кого есть вопросы к участникам? Все участники, если можно, как-то подтянитесь. Извините, здесь Да, здесь при голова. милиции мы сохраним эту инсталляцию. Да, тоже великие деяния как-то. Лена и Светлана Алексеевна сидят. Агентство «Франс-пресс». Ольга Ритовна. Светлана Алексеевна, может быть, это к вам, а может, кто-нибудь захочет ответить. Вот 20 лет начала Второй Чеченской войны. Первый. Ой, первой, да. И вот что мы имеем сегодня, вот после сожжения этих домов, как можно эту ситуацию К резюмировать? сожалению, в Чечне за эти годы создан режим, логика которого совпадает с логикой террористов. Вот, пожалуй, я этим ограничусь. Кавказская политика, Рустам Ильич. Я хотел, вопрос немного более обобщающий, да, ведь все говорят о том, что сейчас вот этот метод сожжения домов, он как бы полностью копирует израильский метод, да, вот скажите, ну, по крайней мере, на это ссылаются все, в том числе и, по-моему, и сам Рамзан Кадыров, да, вот, а вы видите такую связь, да? Может быть, есть положительный пример такого рода борьбы с терроризмом на международном уровне или в каких-то других странах? Ваше мнение? Может быть, мы по-разному как-то оцениваем? Да, поэтому может быть, вот все все, кто... Хотите ответить? По-моему, это, во-первых, делается не на территории Израиля, не по отношению к гражданам Израиля, а Палестины, если я не ошибаюсь. Во-вторых, это делается по решению суда, нет? Да, это делается по решению честно суда. говоря, не А это принципиальное отличие, извините, потому что в Чечне суда нет. В Чечне есть приказ Рамзана. Я тоже хотела бы ответить на этот вопрос. Вы знаете, есть очень много отрицательных примеров в мире. Мне кажется, что нашей стране не следовало бы бороться за последнее место в любой области. Меня всегда удивляют эти ссылки на Соединенные Штаты, а вот они в Афганистане. Да, они плохо вели себя в Афганистане. Ну, это было бы то же самое, если бы... Ну, вот у нас... Кто у нас главный герой в стране? Это победитель Олимпиад, да? Вот если мы боролись не за первое место, а за последнее. Вот так мы поступаем в политике. Как если бы мы в спорте боролись за последнее место. Это плохой пример, на мой взгляд. Мне это не нравится, где бы это ни было. В Израиле или где-то еще. Знаете, наша организация, безусловно, осуждает эту практику в Израиле, и, в принципе, любая практика, связанная с коллективной ответственностью, с коллективным наказанием, она с точки зрения международного права абсолютно неприемлема. Но я бы хотела подчеркнуть, что в данном случае мы говорим о должностном лице Российской Федерации, собственно, о губернаторе, который публично отдает некий приказ, идущий вразрез с российским правом. И существует, в конце концов, его руководство, существует Москва, которая в этой ситуации должна немедленно его одернуть, если вот он пошел против российского права, пошел против российских обязательств в сфере прав человека. И почему-то этого пока не произошло. И вот мы очень надеемся, что это произойдет. Кавказскую зону. Скажите, пожалуйста, количество сожженных домов во времена, когда Наташа Стемирова работала и сейчас, они, в общем-то, больше, это идет по увлечению или все это было? Знаете, я уже ответила на этот вопрос. Я говорю, что тогда на пике последнем сожжения домов, это 2008-2009 год, было зафиксировано, что Human Rights Watch, что Мемориал, мы с Наташей очень много вместе работали именно по этой теме, 27 случаев в разных районах Чечни за год, с июня 8 по июнь 9. Дальше это пошло на спад. Сейчас новая волна, но мы говорим о, как минимум, мне известно, 6 случаев за несколько дней. Игорь, Саша. По крайней мере, 9 9 эпизодов отражено вот в этом релизе. Во-вторых, знаете, говорить о тенденциях тут тяжело, и слава богу, потому что не то количество. Была одна компания, сейчас другая компания. Здесь важно другое. Как нечто новое, как некая панацея от терроризма, предлагается метод, который 6 лет назад
уже был опробован. И что, помогло? Нет, не помогло. То есть это может быть эффектно, но это неэффективно. Кроме того, что это еще и преступно. Поскольку Грозный это не Хеврон, а Москва это не Иерусалим, мы должны находиться в поле российского законодательства. А поле российского законодательства методы коллективной ответственности и коллективного наказания не предполагают. А у меня такой вопрос еще. Скажите, пожалуйста, чем вы объясняете то, что вот Лена сказала, о том, что такое большое количество лайков со стороны не только чеченцев, но и со стороны других жителей России? Я просто не верю, чем это объясняется? Что ты объясняешь? Это объясняется тем, что наше общество, к сожалению, глубоко больно. Не только чеченское, но и наше. Оно склонно к насилию, оно ждет насилия, оно жаждет насилия, оно готово само применять насилие и готово быть жертвой. И еще можно добавить, и оно не верит в закон. Оно не верит в правоохранительную систему, а верит вот в такие методы. На самом деле это опасно, и я бы хотела сказать, если бы я была руководителем государства, я бы очень беспокоилась, потому что такие настроения в один прекрасный день оборачиваются против них. Черинский, общественное движение за права мусульман. Если в Чечне мы ответственность знаем, на кого возложить, то у меня вопрос другой. Аналогичное преступление в Дагестане, поселок Временный, где целое село страдает по той же теме. Здесь кто виноват? Поселок Временный – это отдельный сюжет, другие механизмы, другие акторы. Там действуют, по сути дела, федеральные структуры. Мемориал об этом достаточно много писал. И там совершенно другие события. Кроме поселка Временный, еще и несколько других сел, зачищенные в этом году. Но это заслуживало бы отдельного большого разговора. Сейчас просто нет возможности подробно про это говорить. На сайте мемориала мы, по-моему, достаточно много этому уделяли внимания. Вопросы? Все, спасибо всем огромное. Спасибо огромное участникам конференции. Спасибо, что Далее в пришли. индивидуальном качестве.